Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня у нас празднично-расслабляющий ролик о пристроенных спасенышах. Из последних 20 пристроенных и уехавших на пристрой в апреле покажем сегодня нескольких. Друзья, как вы помните, в марте на мое кураторство приехали 12, а вскоре еще 3 замечательных собак из Отлова Оренбургской области. Так вот, двое из них уехали сейчас в апреле в Питер. Это серая небольшая а-ля баллоночка, и в Ленинградскую область уехала Пальма. Собака послушная, кроткая, спокойная, воспитанная, уехала к нашему подписчику Юре, у которого с ноября живет наша якуточка Барса. О ней я вам рассказывала, которая бесконечно удивляет их своим умом, смекалистостью, которая помогает по хозяйству Юре что-то принести, что-то раскопать, а когда приезжают гости, бежит быстрее подать им лапу, поздороваться. Хвалят ее, не нахвалятся. И вот теперь приехала к ним еще моя Пальма. Думаю, она тоже покажет себя с хорошей стороны. Нет, Юра не собирался брать еще собаку, у него уже есть 3 собаки и большое хозяйство. Гуси, утки, рыбки. Но по стечению обстоятельств пришлось Пальму перевозить к Юре, чему я очень рада. Рада, что он не отказал, а пошел навстречу. Спасибо ему огромное. Вроде нормально, Пальмуш. Вот, Пальмочка в ванной моется. Вот мама и началась, и у нее с попы. Она тут хочет все у меня вот бежать. Пойдем, малыш. Пойдем, иди. Иди, маленькая, иди сюда. Иди сюда, иди, малышка, не бойся. Вон тебя с пеной. Мама это тебя шампунь моет. специальный Шампунь такой. с этим Собачий. хлоргексидином лечебный. Во, лечебным шампунем тебя. Вот сейчас ты намоешься, мама тебя вытрет. И будет Пальмочка чистенькая будет, да, малышка? А Пальму уже намыли в ванной, чего никогда не было в ее жизни. Смыли все прошлое, а прошлое было только плохим. У этой замечательной, скромной, воспитанной, застенчивой девчушки не было радости, не было любви человека. Вроде, говорят, была хозяйка, но до Пальмы не было дела. Слонялась она сама по себе, пока отлов не забрал ее. И через 10 дней ее ждало усыпление. Страшно подумать, что всех под одну гребенку, что злых, что ласковых и скромных, несправедливо. Пальме посчастливилось быть забранной волонтерами. Такие собаки должны жить. Они удивляют своим умом, характером, кроткостью. И нет ни одного повода для убийства. Есть только один повод — ее обнять и расцеловать. Будь счастлива, милая, нежная девчушка. А Юре и жене Марии огромный респект и благодарность. Будьте здоровы и счастливы. Итак, наша Варежка, прожив на передержке в Москве около месяца, уехала в Московскую область в семью Ольги. Они приехали с ней познакомиться, и Варюша к ним с радостью выбежала. Поняла, что за ней приехали, обрадовалась, сразу пошел контакт. И все замечательно. Наша Варюша, счастливая, уже уехала в семью. Спасибо всем, кто переживал за нее. Спасибо всем, кто откликался и помогал. Друзья, спасибо большое. Наша Варюша счастлива. А тут еще на майские праздники выпал майский снег. Такой до боли знакомый нашей Варежке. Ведь когда-то она замерзала в таком же снегу. Только сейчас она на прогулке с любящей семьей. Пожелаем ей долгих лет и счастья этой семье. Пушистая собачуля Ильма, грязная, неухоженная, вся в колтунах, бесхвостая. Увидела я ее на цепи у будки в ППЖ. Лаяла, подпрыгивала без шанса на нормальную жизнь. В лучшем случае, если бы взяли местные, то в деревню на цепь. Ничего ей не светило. Но я ее тогда забрала. Прошло 2,5 года. Она расцвела у нас, похорошела. Один раз была пристроена в Подмосковье на неделю, но не сложилось.
Все же зависит от человека, от подхода к собаке. Значит, не было желания. Собаку забирали назад нервной, дерганой. Конечно же, забрали. Что-то было не так. И еще 1,5 года она прожила у нас, пока ее не позвали в Эстонию. И только там нашлись ей правильные люди, хорошая семья. От ее красоты и доброты все были в восторге сразу по приезду. И не понимали, почему такой шедевр у нас так долго не пристраивался. А им понадобилось 2-3 недели найти девчушке дом. Она ладит со всеми, любит детей, подставляет свое пузо для почесушек, любит гулять, знакомиться с кроликами, надеюсь, их не съест. У нее все хорошо. Кто-то говорил, что у нее кавказские корни. Может быть, не знаю. Но в хороших руках любая собака станет членом семьи. Поэтому наслаждаемся еще одной судьбой. Будь счастлива, Ильма. И всем причастным к ее спасению, ее пристройству огромное спасибо. Девочкам в Эстонии огромное-огромное вам спасибо, что обратили на нее внимание. Спасибо тем, кто помогал на корм, кто не бросил на полпути. Будь счастлива, милая Ильма. Пойдем. Красотку, а она действительно таковой является, мы забирали год назад из местного приюта Подмосковья. Прожила она в приюте долго, года 3-4, и при этом не утратила веру в человека, не озлобилась, не зашугана. Видимо, научилась выживать, не обижая других, и ее не обижали. Собака с золотым характером просто сидела за ржавыми решетками и изо дня в день под лай собак смотрела через решетку, ждала своего человека. Этим человеком пришлось оказаться мне. Когда мне рассказали про нее и показали ее глаза, решила, что хватит ей сидеть в этом жутком месте. Такая собака, посмотрев в глаза которой, хочется оставить себе. Мне очень хочется сделать ее счастливой. Слишком ужасны были ее годы в приюте. Она не охранная, не гавкающая и не доминантная. Она очень нежная и женственная. Она год жила у меня на передержке. Фин-кураторов у нее не было. Да и рассказать мне здесь в ролике как-то не доводилось. Руки не доходили. И вот через год чудо случилось. Наша девочка уехала в семью в Германию. Очень желаю ей счастья. Она его заслужила. Она замечательная. Она из тех собак, которых хочется оставить себе. Не будь я волонтером и не будь у меня сотен собак. Я бы ее оставила себе. Ja, ja, die ist groß, ja. Ui. Ja, ja. Das ist ein bisschen wie so ein Wolf aus. Das ist so ein bisschen zäh. Малышка, девочка, красотка, будь счастлива. Долгих тебе лет жизни. Теперь о собаке Эшли с красивым ярким окрасом. Можно сказать, что она пристроилась благодаря другой якутской моей собаке Аполло, которая уже 2 года живет в Германии у нашей подписчицы Ольги. Знакомый или клиент Ольги, увидев однажды ее собаку, восторгнулся песиком и сказал, что хотел бы такую же, только девочку, для компании своей уже имеющейся собаки с таким же окрасом. Ольга написала мне. Конечно же, у нас есть такие. Это же якутские. У меня есть разные. Я выбрала похожую на ее Аполло. Это Эшли. Предложила. И им понравилось. И тем более у нее были сделаны титры.
И через месяц наша Эшли уезжала навстречу своей новой судьбе. Und so einen hübschen Weg machen die am ersten Tag. А встречали их, эту собачку, Эшли, и Ольга, и ее новый хозяин. Вот так, благодаря одной собаке, пристроилась еще одна якутская. Будьте счастливы, якутские хвостатые дети и их семьи. Всех вам благ. Друзья, без вас не было бы этих спасений. Когда вы помогаете им, то мы стараемся делать их счастливыми. И тогда нам есть вам что показать и чем порадовать. Помогайте, пожалуйста, нашим бедолагам. Помогайте. Без нас им не выжить и не стать счастливыми.